участник Великой Отечественной войны. Войну закончил в Праге, воевал в составе Украинского фронта 7-й гвардейской танковой армии, 10-й разведроте под командованием Малиновского. А после войны они принимали участие по освобождению Китая от японской милитаризации, от японских самураев. Да. И он там тоже также был в разведроте, командовал там Малиновский. Он говорил, что Малиновский не своей фамилии, а Малинин, говорили, Малинин. Все может быть. Да, ну, секреты, наверное, кое-какие были. И вот он после войны он домой приехал в апреле 1947 года, еще 1,5 года после разгрома японских самураев, еще продолжал служить, 1,5 года еще служил. После 1945 году, как война закончилась, там 3 сентября, и он работал после этого в госпитале. После, как это, на корабле, на американском корабле. Миссури. Да, подписали капитуляцию. Да, капитуляцию, безоговорочную капитуляцию. И он после этого работал 1,5 года, почти 1,5 года, работал в госпитале в городе Чита киномехаником. Спасибо. Как вас звать? Меня звать Вячеслав. А фамилия? Колгырев. Колгырев? Колгырев. Спасибо. Дорогие друзья, дорогие ветераны, все мы знаем, что 3 сентября день окончания Второй мировой войны. Поэтому мы каждый год своими ветеранами приходим на Мемориал Победы, возлагаем цветы. Это мы должны всегда как-то помнить об этом и дать дань уважения нашим погибшим воинам, да, которые принесли нам победу, благодаря которых мы живем в мире и дружбе. Поэтому не забывайте и всегда помните, что они отдали свою жизнь за нашу свободу и независимость. Этот день всегда помнить, не забывать об этом, в будущем учить или всегда наказывать, дать наказ молодому поколению, чтобы они тоже помнили и всегда. Кто хочет сказать слово? Николай Иванович, ты лучше говоришь. Пару слов, сколько не надо. Да, очень коротко. Я не говорил, что там акт о капитуляции был подписан на там корабле или там на Миссури, там крейсере. Уважаемые друзья, товарищи по нашей совместной работе военно-патриотического воспитания детей. Я очень рад тому, что вы в одном строю вместе со мной, и мы вместе с вами делаем ту каплю этого дела, которое, я надеюсь, все-таки принесет свои плоды. Поэтому в такой знаменательный день памяти наших погибших воинов я от лица руководства Российского союза ветеранов благодарю вас за твердую и надежную поддержку руководства в этом труде. Спасибо. Спасибо. Ладно, сейчас возлагаем. Давай я скажу. Давайте. Лавин Михаил Абрамович, ветеран, узник гетто. Знаете. Ну, Великая Отечественная война – это трагедия всего нашего народа, всех людей погибших, 27 миллионов
Мы сюда Там правильно. были эвакуированы в 1942 году, и Чувашия стала родным вторым домом. Я благодарен чувашскому народу, руководству республики, что мы живем в мире, в согласии и благополучии. Я благодарен руководству Российскому совету ветеранов, который возлагает Осипов. Вот, я рад с вами сегодня встретиться в такой замечательный день, когда солнце светит. Я благодарен всем, кто сегодня это дело отмечается, в день терроризма и так далее. Это терроризм, это язва нашего общества, и не должно никогда никому не возлагать никакие надежды. Короче говоря, терроризм будет уничтожен, как и все негативные явления в обществе. Благодарю за внимание. Так, ну теперь дружно на возлагание. Внимание. Так. Честь. Сфотографировать, да? Давай на ступеньки. Да, вы как, в рядочком встаньте. Так, чтобы памятник вошел тоже. Так, фотографирую. Масса, тебя не будет? Мы говорим о боголюбии. Я сказал, хорошо бы главе республики Олегу Николаеву этот вопрос взять под свой карандаш и добиться, чтобы в Парке Победы стоял его бюст. Виталий Петрович, вам вопрос. Вы об этом только что говорили, я вас прервал. Скажите, пожалуйста, еще раз, осветим эту тематику из ваших уст. Вопрос о увековечении памяти Боголюбова, нашего земляка, героя Советского Союза, идет 2012 года. Значит, первый председатель Морозов, второй председатель Семенов, третий уже я занимаюсь этими вопросами вплотную. Выходили несколько раз правительство, архитектурную комиссию, обратились многие инстанции к главе города. Ну, немножко вопрос, конечно, продвинулся. Архитектурной комиссией решено, выбран памятник художниками, нашими архитекторами, утвержден. Но пока два предложения не решается. Значит, где установить памятник и где найти деньги. На публичном совещании при обсуждении городского бюджета мы были
мы выступили, я, Виталий Александрович Три, выступили с предложением найти из средств бюджета деньги для увековечения памяти или установления памятника Боголюбова. Многие депутаты встретили очень тепло, многие одобрили. Но вопрос должен был решаться, но все равно не решился. И на последнем координационном совете при главе республики в июле месяце вел координационный совет лично Николаев Олег Алексеевич, и мы задали вопрос, когда будет установлен памятник Боголюбову. Он ответил, что я очень хорошо знаю Боголюбова, мы об этом человеке многое знаем, но давайте конкретные предложения, ветераны, составьте и пришлите нам, мы рассмотрим, и думаю, этот вопрос в дальнейшем решим положительно. Виталий Вот Петрович, прошу извините, что прервал. А в каком году это было? Вы поднимали это вопрос. вот недавно, в этом году, в июле месяце, на координационном совете последний. То есть, эта беседа была в этом году, значит, мы должны... Мы сказали этот вопрос решить до 80-летия Победы, установить ему памятник. Вот сейчас создали рабочую инициативную группу из 10 человек. Сюда входили влиятельные люди из города, из состава главы республики, из университета, музеев, библиотек. И мы на этой неделе соберемся. Конкретные предложения уже будет от Шумилова. Шумилов ездил в Москву, встречался с родственниками Боголюбова, был на кладбище Новодевичьем, на могиле Боголюбова. И конкретные шаги уже будут решаться, вот когда он приедет с Москвы, мы соберемся и в дальнейшем будем внести предложение в главе республики, конкретные предложения, что мы хотим, где мы хотим установить, и деньги уже проблема другая. Мы о Боголюбе уже говорим несколько лет, но... 12-го года. Да. Но, то есть, есть надежда на то, что, в конце концов, наше желание Союза ветеранов ваши, мы, наверное, так должны говорить. Да. Сейчас конкретное письмо от нашей организации мы отправили именно на имя главы Николаева. Вот я подписал, недавно документ получен, наверное, рассмотрит. Но еще комиссия, инициативная группа комиссия, еще будет предложение. Мы будем выдвигать не только вот это, что вот это, мы будем поднимать вопрос его биографию в музеях, школах, будем говорить об этом человеке, чтобы все услышали, все знали. Многие даже не знают, кто такой Боголюбов. Да, а ведь Боголюбов был начальником штаба у Рокоссовского. У начальник штаба 3 фронтов, я знаю. 3 фронтов. Ну что ж, да будет так. Я думаю, что в ближайшие годы, может быть, 80-летие успеем, мы постараемся успеть, в ближайшие годы этот вопрос будет решен. Потому что Николаев Олег Алексеевич дал конкретно слово, что мы это дело не попробуем, а обязательно сделаем. Вот его слова. Я помню, я этого хорошего человека, очень хорошо, мы постараемся, этот вопрос решился быстрее. Ну, да будет так, еще раз. Да, спасибо. Да, будет так. Мы надеемся. Мы, ветераны, на контроле держим этот вопрос. Если что, у нас уже, мы, не буду говорить громкие слова, но занимаемся вплотную, уже многие инициативные группы, многие люди таким подъемом взялись за это дело. Я думаю, у нас что-то получится. Спасибо за это. Дай Бог. Александр Николаевич Боголюбов, генерал-полковник, герой Советского Союза, родился 29 мая 1900 года в Чебоксарах, крещен в Чебоксарской Крестовоздвиженской церкви. Его отец Николай Матвеевич Боголюбов был выходцем из чувашского села Богатырево. Ну вот теперь у меня книга «Топонимический словарь Чувашии», автор Дубанов. Вот село Богатырево,
Падрьель, чувашское его название, село в Цивильском районе. На территории средненизовых Чувашей было несколько волостных центров. Им, по нашему мнению, являлись Богатырево и Цивильск. Названия этих населенных пунктов, по всей вероятности, возникли в период Золотой Орды. По преданиям, когда монголо-татары вторглись в Волжскую Булгарию, после нескольких сражений чувашский военачальник потерпел поражение. Ушел, оставив свои земли на реке Була. В долине правого берега Унги основал сыновьями селение Богатырево, по-чувашски Падрьель. Другое название – Сугуты. Михаил Николаевич Юхма, наш ученый, считает, что основателем этого поселения является Сугут-Батор, который вел жестокие войны с монголо-татарами и отступил на север с берегов реки Була. На берегу реки Унга основал новое поселение, которое называется Богатырево. Таким образом, отец Боголюбова Александра Николаевича, Николай Матвеевич Боголюбов, был выходцем из чувашского села Богатырево, ныне Цивильский район Чувашской республики. Служил механиком на речном пароходе, заболел туберкулезом и умер, когда ему было 42 года. Мать Надежда Ивановна работала на местном спиртзаводе, подрабатывала стиркой белья и уборкой господских квартир. В 1916 году Александр окончил Чебоксарское высшее начальное училище и устроился на работу в Чебоксарский телеграф учеником. Окончив 4-месячные курсы почтово-телеграфного работника, начал работать сортировщиком писем. Когда летом 1918 году белочехи и белогвардейцы подняли мятеж, захватили Казань, Боголюбов добровольно вступил в ряды Красной армии, назначен телеграфистом в штаб 2-й армии Восточного фронта. В ее составе принимал участие в гражданской войне. Гражданская война в России является страшной и трагической страницей в истории нашей страны. На всей территории бывшей Российской империи, от Прибалтики и Северного Урала до жарких степей Туркестана и Дальневосточной тайги, тут и там разгорались очаги ожесточенной борьбы между силами большевиков, белогвардейцев, казачьих войск, силами интервентов, националистических воинских формирований, анархистов и откровенных бандитов. Тыл, действующий на территории Урала и Сибири армии Колчака, поддерживала 200-тысячная армия, состоявшая из чехословаков, контролировавших Транссибирскую магистраль от Пензы до Владивостока. Кроме них там присутствовали представители Японии, Соединенных Штатов Америки, Англии, Канады, Польши, Австралии, Италии, Сербии, Румынии и Франции. Эти силы вели на территории Сибири и Дальнего Востока полномасштабные боевые действия со 100-тысячных партизан. В Киеве за 3 года власть сменилась 14 раз. Поволжье, Дон, Кавказ погрузились в пучину смуты. Разгорелась ожесточенная гражданская война в Финляндии. Она закончилась победой поддержанными Германией и Швецией финских националистов, которые вырезали все русское население Финляндии, а также тех, кто сочувствовал красным. Ослабленная Первой мировой войной страна после февральской революции попросту начала расползаться по швам. Делали попытки отделения или приобретения суверенитета местные национальные образования на Дону, на Кавказе и на Кубани, в Прибалтике и Средней Азии, на Дальнем Востоке и юге России. Из биографии Боголюбова Александра Николаевича. В период с 1920 по 1938 год окончил несколько военных учебных учреждений. Высшую военную школу дислокации 1920 год, Высшую военную школу связи 1924 год, Военную академию
имени Михаила Васильевича Фрунзе, 1931 год, Военную академию Генерального штаба, 1938 год, в которой учился на ставшем позднее знаменитом маршальском курсе. На нем учились 4 будущих маршалов Советского Союза, 6 генералов армии, 8 полковников, 1 адмирал. С 1924 года занимал должность командира взвода, роты, батальона, а с 1931 года начальник штаба, командир полка связи, затем начальник связи и оперативного отдела штаба стрелкового корпуса. В 1938 году стал преподавателем в Академии Генерального штаба РКК. Тогда же написал ряд военно-исторических работ. С начала Великой Отечественной войны полковник Боголюбов занимал должность начальника оперативного отдела штаба резервного фронта, а в октябре 1941 года он был назначен начальником штаба 43-й армии. В августе 1942 года генерал-майор Боголюбов был переведен на должность заместителя начальника оперативного управления Генерального штаба, а в сентябре 1942 года его снова назначили начальником штаба 43-й армии. В декабре 1942 года Александр Николаевич стал первым заместителем начальника оперативного управления Генерального штаба, после чего он был поочередно начальником штаба следующих фронтов: Северо-Западного с марта по 11 ноября 1943 года, Первого Украинского с 11 ноября 1943 года по 24 апреля 1944 года и Второго Белорусского с 5 мая 1944 года до июня 1945 года. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 мая 1945 года генерал-полковник Боголюбов Александр Николаевич удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». 8 июня 1945 года Александр Николаевич был назначен на должность начальника штаба Северной группы войск, а с октября 1945 года до августа 1950 года был начальником оперативно-тактического цикла кафедры и заместителем начальника военной академии имени Михаила Васильевича Фрунзе. С марта 1951 года до августа 1953 года помощником главнокомандующего войсками Дальнего Востока. С сентября 1953 года по октябрь 1955 года заместителем начальника Главного управления боевой и физической подготовки сухопутных войск. В октябре 1955 года генерал-полковник Боголюбов ушел в запас. В первые дни войны Боголюбов получил назначение на должность начальника оперативного отдела штаба резервного фронта, командующим которым был генерал Жуков, а затем стал начальником штаба общевойсковой армии.
Благодаря его умелым действиям были сорваны Октябрьское и Ноябрьское наступление фашистов на Москву. В преддверии начала белорусской стратегической наступательной операции «Багратион» в мае 1944 года генерал Александр Боголюбов был назначен начальником штаба 2-го Белорусского фронта. Благодаря глубоко продуманному плану действий, умелому управлению штабами соединений, войска фронта успешно выполнили поставленную перед ними задачу по разгрому противника на Могилевском направлении. В дальнейшем войска фронта приняли участие в сражении за столицу нашей республики, Минск, и в ликвидации окруженной под Минском группировки противника. А впереди Гродненщина, которая была освобождена в ходе Белостокской наступательной операции, план, который во всех деталях был разработан под руководством генерала Александра Николаевича. В день 45-летия Александра Боголюбова, 29 мая 1945 года, за умелое управление войсками, проявленное мужество и отвагу, он стал героем Советского Союза.